Пандемия коронавируса не жалеет детей. Если не в прямом смысле, то в переносном. От новорожденных до подростков болеют несовершеннолетние любого возраста. Но чаще всего же те, что постарше. Малышей до 7 лет обязательно размещают в палатах вместе с родителями. Саид Мухаммаду нет и 2 лет. В инфекционное отделение детской больницы он попал с одышкой. Первое неладное заметила мама. Температура ходила сначала, потом день с температурой дошла, с температурой аяна, без ночью сходила, одышка миру. Сацидуах, что очко. Куала деда уже уздал. Скажи, мертвую, ну я садуах куху. Мертвую, диких ужлах, одышка уцуху. Сейчас малыш идет на поправку. Со дня на день его уже будут выписывать. Таких, как Саид Мухаммад, в инфекционном отделении более 20 человек. У половины из них исследования подтвердили ковид. В их числе и Хамзат Плагоров. Малыш не унывает. В свои 5 лет уже понимает, лечиться надо. Не капризничает и слушается маму. Повышенная температура, потеря обоняния, слабость в теле – это лишь некоторые симптомы коронавируса. Но чаще всего сюда поступают дети с признаками дыхательной недостаточности. Данная больная, ребенок, поступил 6 числа дома на фоне высокой температуры до 39 градусов Цельсия. У ребенка возникли судороги. Симптомы у детей идут одинаковые, и пока мы не получим отрицательный мазок, судить мы не можем сказать, что ковид больной или отрицательный. Однако чаще всего малыши болеют бессимптомно и в большинстве случаев заражаются от взрослых. При этом медики отмечают положительную динамику как минимум среди этой группы населения. От общего числа заболевших коронавирусом в стране дети составляют примерно 6%. Нужно сказать, что на выходные у нас было снижение по статистике, по поступлениям. Но сейчас после выходных уже идет динамика в сторону возрастания поступающих в ковидное отделение. 20 коек в детской больнице. Каждая койка у нас оборудована консолью кислородной. Плюс ко всему у нас функционирует компьютерный томограф, что облегчает нашу работу по диагностике. И хотя врачи отмечают, что у детей инфекция проходит, как правило, в легкой форме, так бывает не всегда. В отличие от взрослых, у переболевших ковидом несовершеннолетних могут начаться осложнения. Осложнения бывают в виде мультисистемного воспалительного процесса, который проявляется полиорганной недостаточностью. То есть у детей поражается легкие, печень, почки, развивается ДВС-синдром. Состояние этих детей бывает довольно-таки тяжелое, нестабильное. За такой короткий промежуток времени, как 3-4 месяца, через наше отделение прошло 6 детей, и они все были в довольно-таки тяжелом состоянии. Хотя нам и удалось их стабилизировать, но надо отметить, что вот эта новая коронавирусная инфекция, она может пройти с определенными последствиями. Медики призывают родителей пристально следить за состоянием здоровья детей. Первые признаки синдрома могут появиться через 3-4 недели после перенесенного вируса. Причем определить группу риска в настоящий момент невозможно. Он может появиться у любого ребенка. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.